Всем привет, друзья! Проект «Места обитания». Адилет Каиров с вами. Наконец-то пришел тот день, когда у меня будет лакшери отдых. Находимся мы в отеле «Бурана», 50 километров от Бишкека. Если вы готовы, пристегните, как обычно, ремни, готовьте попкорн, а я уже давно готов хорошенько отдохнуть. Поехали! Уважаемые друзья, так как у меня лакшери отдых, я рассчитываю на очень многое. Это, во-первых, вкусные блюда, интересные места, познавательные, конечно же, и самые комфортные номера. Так как отель «Бурана» 5-звездочный отель, я думаю, они мне предоставят это. Погнали! Ребята, вы просто посмотрите это вот. Со входа отель «Бурана» шокирует людей. Вот и друзья. Это все сегодня мое. День добрый. Добрый день. Добро пожаловать в отель «Бурана». Спасибо огромное. Давайте пожму вашу руку. Спасибо. Наконец-то добрались. Мы бронировали коттедж на имя Адилета Каирова. На имя Адилет Каиров. Да, есть бронирование. У вас будет номер коттеджа 102. 102. 102 это теперь мое любимое число, друзья. Все, хорошо, зарегистрировал вас. Вот. Вы хотите пройти прямо на коттедже или хотите сделать тур по отелю? Давайте сделаем. Давайте Есть сделаем. время, да? Конечно. Хорошо. Для наших зрителей надо показать весь отель, весь номерной фонд, рассказать, показать, чтобы вы приехали сюда уже готовыми. Прошу вас. Спасибо. А там у вас банкет проходит, да, какой-то? Да, там как раз у нас свадебный фуршет. Позже можете заглянуть, посмотреть. Прошу вас. У нас всего 4 категории номеров. Ага. Прошу вас. Спасибо. Вот, категория стандарт. Хочу показать вам первым. Прошу вас в эту сторону. Вот. Если вы заметили, каждая дверь Да, стоит рисунок Бураны. Бураны. Прошу вас, как раз стандартный номер. Сейчас покажу. Звонок. Звонок. Такое ощущение, как будто бы я нахожусь в Америке, в каком-то крутом американском отеле. Так, можно узнать про стандарт номер? Хорошо. Что тут есть Размер вообще? стандартного номера идет 35-40 метров квадрат. Вот, в каждом есть свой санузел. Также есть сейфы. Каждый стандартный номер с балконом. Давайте начнем с нашего вида. Ну, с таким видом этот стандарт номер надо считать как люкс, думаю. Ну что же, друзья, я думаю, в остальных номерах еще вид получше будет, так что сегодня у меня лакшери отдых, и я могу позволить себе номер получше. Давайте двигаемся далее, посмотрим другие номера. Прошу вас. Прошу вас, это наш полулюкс. 79 квадратных метров. 79 квадратных метров. На сколько людей? Вот. На 2 человека. Можно, если будут семьи, можно дополнительную кровать поставить. Вот. Также везде санузел. Ага. В каждом номере. Дальше идем номер люкс. Да. Как я понял, все люкс, полулюкс и стандарт номера все похожи, да? Да, совершенно похоже. Ну давайте тогда дальше Прошу идем. вас. Следующая категория номера. Люкс. Прошу вас. Спасибо. Вот это я понимаю. Там отдельная комната для спальни, для того, чтобы поспать. Да, прошу вас. Здесь 2 комнаты.
каждом люксе у нас есть джакузи. Обратите внимание, в каждой душевой комнате есть телефон на случай, да? Это только в люксовых номерах телефоны есть или во всех? Телефоны есть во всех номерах. Во всех номерах. Очень удобно. Если у вас бумага закончилась, вы знаете, кому звонить. Друзья, обратим внимание, в каждом номере есть вот такое вот окно или балкон с шикарным видом. Посмотрели люкс? Да. Прошу вас, теперь покажу президентские апартаменты. Да. Надеюсь, друзья, вы все слушаете, а про цены вот тут снизу экрана выходят, узнавайте, пишите сразу. А мы, у нас следующая остановка, президентский номер. Президентский номер, жди нас. Прошу, добрались. Президентский номер. Мы, конечно, не президенты, но у нас сегодня лакшери день. Добро пожаловать. Давайте начнем со спальни. Вот. Параллельно я хочу рассказать, что в президентском номере имеется 2 санузла. Также в каждом президентском номере имеется свой джакузи. Вот что я хотел показать вам, друзья. Президентский номер с таким видом, он того стоит. Просто посмотрите. Также самое интересное здесь это у нас терраса. Вау! Вау! Вот такая вот у нас терраса. Также здесь часто бывает, наши гости заказывают ужин и вечером проводят отличное время. Да, конечно, с таким видом отличное время легко провести. Заметил, еще душевые кабинки есть. Да, это у нас летний душ. Вот. Кому необходимо, могут пользоваться. Классно. Ну, президентский номер, конечно, классно, я могу его позволить, но все-таки я заказал и забронировал коттедж. Наверное, туда и сейчас направимся. А пока питьевая минутка. Пойдемте. Значит, направляемся мы в коттеджи, а по пути нас встречает остров любви, да, как понимаю? Да, кстати, вот он обзор. Классно. Остров любви в форме сердца, который вы видели с президентского номера. А там еще лебеди. Вот ваш коттедж номер 102. Давайте немножко нашим телезрителям расскажем про все коттеджи, что есть внутри. Вот это я понимаю, лакшери. Вот она, это у нас Наконец-то. гостиная, там кухня, также телевидение, Wi-Fi, караоке, вот, все, что необходимое для вашей
как бы сказать, Для удовольствие. лакшери Да, отдыха, я бы сказал. да. Прошу вас, также хочу показать, Тут две спальные комнаты. да, в каждом по 2 спальни. Мгм. Вот. Получается, в каждой спальне свой санузел. Просто, не знаю, нету слов. Классно. Итак, что? Чем вы еще меня удивите сейчас? Давайте. Самое интересное. Мы уже Ну-ка, близко. это что? Прошу вас. Только не говорите, что это бассейн там будет сейчас, а? Все верно. Прошу вас. Серьезно? Друзья, буду сегодня тут отдыхать просто шикарно, по-моему. Классно. У нас в каждом коттедже имеется бассейн размером 8 на 4 и глубиной 1,5 метра. 1,5 метра. Да. Ну, Заливается свежей, теплой артезианской водой при каждом новом заезде. Вау. То есть вам только что было залита новая вода. Она свежая Она сейчас. свежая и чистая. Ну, жди меня потом. Давайте дальше. Еще одно хотел вам показать. Вы сейчас серьезно? Нашим- В каждом коттедже В имеется каждом коттедже своя парилка? Своя парилка. Баня на дровах. Итак, идем далее. Прошу вас, смотрите. Вау. Это у нас терраса. Вот это я понимаю. С видом на прекрасное ваше озеро. Озеро, Или как всё это верно. называется? Пруд. Пруд. На озеро, как бы остров любви. Остров любви, одним словом. В общем, летняя терраса сюда приходит. Предназначено, чтобы вы могли спокойно здесь поужинать, приготовить себе ужин. Как Мгм. раз у нас там есть барбекю. То есть самому можно приготовить можно со своими самому. продуктами и приехать. Да, все верно. Вау. А этот коттедж рассчитан на сколько людей? Коттедж рассчитан на 12 человек максимум. 12 человек. Ну, раз уж у вас есть такая функция, где можно самим принести продукты и самим приготовить себе еду, и тем более барбекю есть, да, у вас? Да, все верно. Вечером так и сделаю, наверное. Ну, меня ждет отдых, лакшери отдых, я бы сказал. Спасибо вам, Семетей, за очень крутой Спасибо вам, Андрей. обзор, очень крутую экскурсию. Наступает время обеда. За весь сезон этого проекта я никогда так не кушал. Обедал, точнее. Смотрите, где я нахожусь. В центре озера. Рассказываю, что у меня на столе. Получается, это суп Гавайи, салат береза и семга под икорным соусом. Время не тянем, приступаем к обеду. Приятного всем аппетита. Борсоки. Друзья, за этот выпуск я очень много рассказывал про это место. Давайте подробнее узнаем от первых лиц, которые все это вот построили, да, одним словом. Саида, Эрлан, администраторы Гавайи. Давайте поприветствуем наших зрителей. Добрый день. Кстати, классное место. Отдельный комплимент от первого лица, который это все попробовал. Скажите, пожалуйста, Саида, кроме того, как прийти сюда со своей компанией, посидеть, покушать, что еще можно сделать тут? Вы можете у нас провести банкет в любой сложности, то есть мы можем провести вам фуршеты какие-либо, обеды, бизнес-ланчи, свадебные фуршеты, ну и само торжество, да, то есть свадебное.
Ну, конечно, Плюс территория вы- позволяет. Территория позволяет, да. Плюс мы еще можем, допустим, сделать какую-то регистрацию брака здесь на территории. Территория очень большая и очень интересная, то есть. Да. Да, кстати, включая зоопарки и также вот эти порты, их как Ой, называют? плоты. Плоты. Это, наверное, такая фишка Гавайев, именно вот эти плоты, да. Все люди обычно рвутся туда. Почему? Потому что у людей большой, наверное, интерес посидеть именно там. Но действительно, да, плоты — это самое отменное место на Гавайях. Хотя у нас 1200 посадочных мест, но по-любому иногда бывает такое, что у нас мест даже не хватает. Вот из-за этого как бы в будущем только расширяться будем. Ирлан, Саида ждут вас. Приходите, добро пожаловать. Вам спасибо огромное, Ирлан, Саида. Спасибо. А я дальше пошел отдыхать. Друзья, с выбором коттеджа не ошибся, он великолепен, шикарен. Вы видели, что внутри есть еще и баня, бассейн и все, что нужно для полноценного и классного отдыха. А главное для моего отдыха, потому что сегодня у нас что? У нас безлимит. Посмотрите на закат, полюбуйтесь, а я пошел гулять, потом приду сюда и приготовлю себе что-нибудь покушать, поужинать. Пойдемте. На территории ресторана Гавайи, а также отеля Бурана находится зоопарк. Сейчас я хочу вам показать мини-зоопарк в первую очередь. Пойдемте. Допустим, первым нас встречает птица фазан, как вы видите. Копчик. Если вы знаете, что это за птица, пишите в комментариях. А вот и самое хитрое животное в мире животных – лиса. Среди мальтийских голубей я еще вижу тетерева. Почему они тут? Что тут они забыли? Ну и самые красивые птицы – павлины. Давай, распусти хвост, покажи нам красоту, пожалуйста. Ну и на территории ресторана Гавайи есть еще и большое озеро, где даются на прокат катамараны. Потом я сюда вернусь, но сейчас я хочу продолжить рассказывать про зоопарк. Там еще есть большой зоопарк. Пойдемте туда, пританцовывая. Кстати, на территории еще Гавайи ресторана есть такие своеобразные статуи, выполненные не просто камнями или просто песком, а какими-то металлическими приборами. Допустим, вот, чужой. Наверняка, если вы с семьей или с друзьями, с детьми придете сюда для фотографий или просто для того, чтобы посмотреть, погулять, будет очень интересно. Как я и говорил, есть еще большой зоопарк, о котором я хочу рассказать. Например, первые черные козлы Камерун. А также пони.
А также, конечно же, верблюды. Один спит. А также животное, которое богато иглами, дикобраз. А также обезьяны, без них никуда. Никакой зоопарк не существует без обезьян, по-моему. А также яки со своими детенышами. Привет! Эй! Ну и также животное, которое бегает 70 км в час. Страусы. Если вот так сделать, она придет ко мне? Ладно. Ну и прикольное животное лама. Она там кушает со своим детенышем. А также красивое животное, которое называется европейская лань. Итак, перед вами отдыхает пятнистый олень, или по-нашему бугу. Смотрите на его рога. Ну и есть вот такая вот скульптура, посвященная фильму «Бриллиантовая рука» с главным актером Никулиным. Можете сделать фотки, как все делают. Классный, крутой, а также познавательный отдых и всего 50 километров от Бишкека, друзья. Также на территории Гавайи есть вот такие вот машины коллекционного вида. Если вы знаете их марки, если вы знаете их историю, пишите в комментариях ниже. Будет очень познавательно для остальных людей, которые не знают про это. Находимся мы в баре на территории Гавайи. В общем, я хочу рассказать про ресторан Гавайи. Он вообще вмещает в себе 1200 людей, а внутри у него есть 3 разных бара, которые находятся в 3 разных местах. Хорошее завершение вечера, в общем, ребята. Вечером на территорию ресторана Гавайи, а также отеля Бурана наступает волшебство с помощью фонариков, с помощью вечерних фонарей, гирлянд, а также светящихся фонтанов. Рассказываю, что происходит, друзья. Находимся мы в баре внутри отеля Бурана. Теплый, хороший вечер в компании вкусного, охлаждающего коктейля. Друзья, погулял я, значит, по территории Гавайи, на территории отеля Бурана.
Напомню, что мой коттедж рассчитан на 6 человек. Со своей съемочной группой мы сегодня тут решили отдохнуть. Как-никак, все позволяет сегодняшний выпуск лакшери отдых. Смотрите, что я набрал, еще раз повторюсь. Мясо для того, чтобы я подготовил курдак, а также шашлыки. Все ингредиенты, которые нужны, предоставила нам отель Бурана. Спасибо им огромное за прекрасный ужин. Ну, надеюсь, он прекрасным будет. Я еще тот шеф-повар, но для вас и для всех нас постараюсь очень хорошенько подготовить ужин и завершить этот лакшери день. Поехали! В общем, вспотел, пахну жареным, но счастлив, потому что ужин, приготовленный своими руками, это того стоит. Приходите в это место со своей компанией или со своей семьей и отдыхайте, готовьте свой ужин и просто кайфуйте от жизни. Лакшери отдых, места обитания Адилет Каиров советует это место. Мы тебя ждем. В общем, ребята, за долгие полчаса уже готов мой ужин. Он состоит из шашлыка, из курдака и из рыбы, которые мы пожарили в барбекю. И теперь не буду тянуть, буду кушать, буду ужинать, а потом уже спать. Спасибо всем огромное, до скорой встречи, приятного всем аппетита. Доброе утро, друзья. Нигде так не спал. Еще хотелось бы поспать, но пора работать. Но сейчас пора в душ. Еще раз доброе утро всем. Решил позавтракать внутри отеля Бурана. Вы просто посмотрите на этот шедевр. Я готов все это скушать. Если вы тоже сейчас кушаете и встали только, советую всем хорошенько позавтракать. Завтрак — это основа дня, а я дальше пойду прогуливаться и купаться, а также делать интересные вещи. Лакшери отдых продолжается. Проект места обитания. Приятного всем аппетита. Итак, друзья, рассказываю, что происходит. Находимся мы в конференц-зале отеля Бурана. Вмещаемость вот такой вот театральной расстановки 120 человек. А также вы можете по своему усмотрению расставить стулья, проектор, если у вас бизнес-встреча, а также сцена для вашего торжества. Итак, друзья, остров Гавайи, а также отель Бурана не перестают радовать своих посетителей. Еще одно развлечение для вас — это вот катамараны, которые они сдают тут в аренду. Можете сесть и просто прогуляться на этой прекрасной лодке по всему озеру. Что, в принципе, я сейчас и сделаю. Итак, погнали! Спокойствие. Именно это слово подходит сейчас, когда вы берете эти катамараны и выходите на озеро. Тут просто спокойно плывут рыбы, там лебеди, прекрасный вид. Что еще надо для волшебного отдыха?
Гавайи не перестает удивлять. Тут есть пляж для всех посетителей, который работает с 8 утра до 7 вечера. А также есть вот такая вот маленькая игровая зона для ваших детей. Также есть пляж для всей вашей семьи, которая сюда приедет, и для всей вашей компании. Можете хорошенечко пообедать, позавтракать, а потом прийти сюда поплавать. Если вы не успели на Исикуль съездить, то, пожалуйста, Гавайи все вам предоставляет. Друзья, начинаю пробовать все развлечения, которые есть в отеле Бурана, и один из моих любимых — это бильярд, конечно же. Начнем? Итак, лакшери отдых, друзья, продолжается. Вы просто посмотрите на вот это вот чудо. Я сейчас туда окунусь и буду шиковать, в общем. Пена, жди меня! Вот это супер, друзья. Рассказываю, что происходит, а происходит очень классное зрелище. Мы направляемся в самое романтичное место на территории Гавайи, а также отеля Бурана. Остров любви. Этот остров существует для ваших свадебных торжеств, а также бракосочетаний. Самое романтичное место, которое существует на территории Гавайи. Опять же повторюсь, остров в форме сердца. Тут, по-моему, самое крутое место для ваших фотосессий в момент вашего торжества. Просто посмотрите. Друзья, находимся мы в президентском номере. Со мной рядом стоит администратор. Его зовут Сталбек. Давайте поздороваемся еще раз на камеру, а также поприветствуем наших зрителей. Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Сталбек. Я являюсь администратором отеля Бурана. Да. Итак, давайте про концепцию нашего отеля узнаем. Ну, то есть вашего отеля. Что он из себя представляет? Наш отель составляет номерной фонд 57 номеров. Из них у нас имеется 45 стандартных номеров, затем 4 полулюкса, 6 люкс номеров и 2 президентских апартамента. Также ваш отель имеет 5-звездочную статус, да? Да, Гранд Отель Бурана является 5-звездочным отелем. Классно. Что вы еще интересного, классного можете рассказать? Ну, я могу сказать, что наша гостиница открылась в 2016 году. Этому событию были рады не только мы, но и наши жители Чуйского района, Чуйского региона имеется в виду. Эта гостиница является, подходит тому уровню, международному уровню, что я вот замечаю, сколько работаю, замечаю, что приезжие гости именно с других стран, они отмечают нашу гостиницу, что построены в таком дизайне, и им это очень нравится. Сталбек с опытом работы 15 лет в этой сфере, если вы придете сюда, он встретит вас, все сделает ради вашего отдыха, ради того, чтобы вы насладились, не просто потратили деньги, да, а потратили деньги на классный вот такой вот отдых. Проект «Места обитания». Сталбек, спасибо вам огромное. Спасибо вам.
Прекрасный солнечный день, заканчивается прекрасный лакшери отдых в проекте «Места обитания». С вами был Адилет Каиров. Надеюсь, было познавательно, интересно, а также вкусно. Спасибо огромное отелю «Бурана» за предоставление и всему комплексу отдыха Гавайи. А я поехал дальше путешествовать.